Две машины с гуманитарным грузом сегодня отправились в Ровеньки Луганской Народной Республики. Над этим городом республика взяла шефство. В машинах бытовая техника, пиломатериалы и классическая литература для библиотек. Со сбором помогли сотрудники одной из нефтяных компаний «Коми». Это уже пятая отправка гуманитарного груза от республики в помощь жителям Донбасса. Татьяна Супряткина продолжит. Последнее приготовление перед дальней дорогой. Груз ответственный. Его ждут в двух интернатах города Ровеньки Луганской Народной Республики. Именно по просьбе их сотрудников собрали необходимую гуманитарную помощь. Одна машина с лесопиломатериалами направляется, 30 кубометров, 20 тонн лесопиломатериалов, собрано предпринимателями Карткировского района. Мы везем гуманитарную помощь, которая была приобретена Транснефтью. Коллеги в Транснефти, работники, собрали денежные средства и решили помочь двум интернатным учреждениям города Ровеньки. Один – это детский интернат, второй – это интернат для граждан пожилого возраста. Это холодильники, это стиральные машины, микроволновые печи, кондиционеры, пылесосы, мягкая мебель, телевизоры. Жители республики не остаются равнодушными. Продолжают собирать продукты и средства личной гигиены. То, что сейчас так не хватает жителям Донбасса. А накануне стройматериалы загрузили в Постекеросе. Помогли местные предприниматели. Сами проявили инициативу, говорят, от чистого сердца. Библиотеки Коми собрали детскую литературу. Сотрудники МЧС отправили коллегам необходимое оборудование, а самый объемный груз – бытовая техника. У нас 3200 сотрудников, и все отреагировали очень позитивно, доброжелательно, отзывчиво. Ни один сотрудник не остался безучастным этому большому горю, этой проблеме. Мы собрали уже это не первые средства. Первый раз мы отправляли в Ростовскую область Миллеровского района, тоже отправляли бытовую технику. Сбор помощи в республике продолжится и дальше. Единороссы запустили еще одну акцию. В партии есть акция «Бабушкина забота». Если есть желающие, которые готовы вязать вещи, носки, свитера, тоже, пожалуйста, прошу присоединяться к акции, участвовать и приносить в офисы местных отделений партии. Уже через несколько дней машины с грузом прибудут в Ровеньки. Там их встретят наши сотрудники. Представители республики работают в Луганске уже несколько недель. Ровеньки теперь наш подшефный город, потому помощь и поддержка будет оказываться всесторонне. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юргана.